У подножия древнего храма Тхаба-Ярды появился уникальный арт-объект. 12 кресел Совета страны, дюжина массивных каменных тронов общим весом более 80 тонн относят нас в эпоху Института ингушской демократии. Мехкел, который объединял функции законодательной и судебной власти, а в военное время избирал вождя народа. Проект реализован школой каменщиков, реставраторов, наследия и Союзом исследователей Ингушетии при поддержке государственных структур. Подготовка заняла более года. Мастера вручную обрабатывали камень, стремясь не только воссоздать исторический символ, но и сохранить древние технологии для будущих поколений. Как арт-объект вписался в сакральный ландшафт Джайрахского района, в сюжете Ибрахима Цароева. Не сюжет сказки, но возрождение были 12 старейшин в белых чурке на величественном фоне, задумчивые и решительные каменные троны, в которых они восседают, образуют круг. Так, столетия назад вместе силы всех ингушей встречались представители крупнейших сообществ нашего народа. Обсуждали жизненно важные вопросы народа. Решались они сообща, коллегиально, демократическим путем, что волаем политически присущи и по сей день. Мехкел Щитки, авторы воссоздания объекта, в пределах которого принимались судьбоносные решения, переводят как 12 кресел Совета страны. Мудрецы, делегированные в Мехкел, также выносили судебные постановления. Кто не давал развитию, кто нарушал адабы, кто нарушал законы, этих людей мы изгоняли. То, что здесь решалось, оно безоговорочно выполнялось. Арт-объект является инициативой Союза исследователей Ингушетии, поддержанной школой реставраторов наследия, специалисты которой изготовили и установили каменные кресла весом более 80 тонн. Реализован проект у храма Тхаба-Ярды. Этот участок всегда имел значительную смысловую нагрузку. Ингушетия – это место, где сохраняются традиции ислама и одновременно находится древнейший христианский храм. Мы видим великолепный арт-объект, который рассказывает о демократических традициях. По мнению почетных гостей презентации объекта, Мехкел Щитки обращен не только в прошлое, но устремлен и в будущее, к сведению всех поколений не только народа, но всей страны. Может быть, именно здесь, в этих местах и, собственно, в Ингушетии, как раз мы и найдем ответы на те вопросы, а как нам совместить и нашу традицию, и современную непростую жизнь. Мы хотим строить демократию, а она нам нужна. И мы ее будем строить не по каким-то чужим лекалам, а обращаясь в том числе к нашим собственным традициям и в том числе традициям славного ингушского народа. Поддержку в претворении Союзу исследователей Ингушетии оказали Комитет охраны объектов культурного наследия и Джайрахско-Асинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Мехкел Щитки круглый год будет доступен и интересен туристам и всем, кто изучает историю нашего народа. Ибрахим Цароев, Исраил Богатырев, Мухаммад Амин Угурчиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.